Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшившара. И сегодня в выпуске. Прошло заседание Абхазо-российской рабочей группы по вопросу упрощения пересечения абхазо-российской границы по реке Псоу. В Луганской Народной Республике продолжается гуманитарная миссия МЧС Абхазии. В Министерстве просвещения состоялось онлайн-совещание с образовательным центром «Сириус» и министрами ряда республик. Президент Абхазии Аслан Бжаня посетил объекты военной инфраструктуры, расположенные в восточной части Абхазии. Президента сопровождали спикер парламента Лаша Ашуба, вице-премьер Сергей Пустовалов, министр обороны Владимир Ануа, его заместители Беслан Свиж, Банадар Авицба, Лесберт Пацхорагды и председатель СГБ Роберт Киут. Президент уделил особое внимание вопросам обеспечения безопасности и технического оснащения объектов, дал соответствующие поручения. Также в рамках данной поездки Аслан Бжаня посетил морской порт Очимчира. Президент осмотрел погрузочный терминал порта, посетил также заводы по переработке хамсы и производству сухих строительных смесей. В медиацентре МИД Абхазии в формате видеоконференции прошло заседание Абхазо-российской рабочей группы по вопросу упрощения пересечения абхазо-российской границы по реке Псоу. По итогам первого заседания состоялась пресс-конференция. Все подробности в репортаже Исаии Кварасхелья. Депутаты Народного собрания Абхазии и Государственной Думы России обсудили возможность упрощения правил перехода российско-абхазской границы еще 25 мая в Москве. Было принято решение о создании двусторонней рабочей группы, которая будет мониторить ситуацию, происходящую на контрольно-пропускном посту ПСОУ. Формирование рабочей группы с российской стороны заняло определенное время. Сопредседателями этой группы являются Константин Федорович Затулин и Тайсаев Казбек Куцукович. Туда еще вошли ряд депутатов Государственной Думы и все ведомства, которые непосредственно имеют отношение к данному вопросу. В ходе беседы с российскими коллегами говорили о нагрузках, которые испытывает КПП ПСОУ в летний курортный сезон. По данным Погрануправления ФСБ России, пропускная способность в сутки на российской стороне составляет 58 тысяч человек, но уже зафиксировано максимальное количество людей, пересекших границу за сутки – 46 тысяч человек. Мы сами являемся участниками пересечения данной границы, видим, какие там трудности возникают. 25 мая была наша встреча в Госдуме, 30 мая уже мы все были очевидцами, что на границе произошел затор, был опущен шлагбаум. Непосредственно мы туда тоже выезжали, пытались установить причину произошедшего. Ну, на что там были разные версии с российской стороны. Там кто-то из них говорил, что это база дала сбой, кто-то говорил, что там некие блогеры создали там какой-то коллапс на границе. Ну и в результате не получилось до конца нам понять, в чем причина. Это мы все тоже российской стороне сегодня озвучили. Было решено определить должностные лица с российской стороны, с которыми можно будет держать связь при возникновении подобных ситуаций. Уже 20 июля российская рабочая группа посетит КПП ПСОУ для оценки ситуации. На абхазской стороне, по сути, проблем для въезжающих к нам граждан Российской Федерации не создается. У нас, по большому счету, производится визуальный осмотр, нету электронной базы, в которой приходится проводить саму процедуру пересечения. То есть это в разы облегчает на нашей стороне, в разы облегчает пропускную способность. Чего, к сожалению, не скажешь о российской стороне. Эти все пункты были подмечены. И, как я еще раз до этого сказал, что не дожидаясь 20 июля приезда нашей рабочей группы с российской стороны, мы, я думаю, 3-4 раза у нас получится выехать рабочей группы с абхазской стороны для того, чтобы собрать нужный материал к приезду рабочей группы с России. Минтранс России заверил абхазскую сторону, что в течение 2 недель будет оборудован дополнительный пункт пропуска для экскурсионных автобусов. Это позволит улучшить пропускную способность автомобильного транспорта на границе. Мы знаем, что там с 6 утра приезжают около 20 турфирм мест, которые сегодня сюда поставляют туристов на своих автобусах. Все эти автобусы хотят в первую очередь подъехать пораньше, там в 6 утра,
4-5 фирм, образно говоря, 2-3 своих автобуса прислали, это уже 10-12 автобусов, и они все хотят в одно это окошко поместиться, в одну эту линию встать. Физически не получается. Сегодня было принято решение на нашей встрече, что в течение 2 недель добавится дополнительное место контрольно-пропускного пункта по именно экскурсионной линии и добавится еще штат инспекторов пограничного контроля. В ходе заседания обсуждался также вопрос реконструкции моста через реку Ингор. Озвучивалось, что было заложено около 4,9 миллиардов на реконструкцию этого моста. Сейчас же в беседе с нашими коллегами они обсуждали актуальность вообще такого рода работы, и говорилось и об железнодорожном сообщении, об воздушном сообщении, круизном. Соответственно, эти все вопросы прорабатываются, что непосредственно также может снять нагрузку с нашей границы. Была поднята и тема снятия ограничений для граждан ряда стран, введенных ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции. Эти иностранные граждане по практике они скапливаются в пункте пропуска, и происходит следующее. Пограничник выходит на связь со своим высшим руководством, это занимает определенное время, пока они не удостоверятся, есть ли это конкретное лицо в списке или нет. И мы, в свою очередь, заручились поддержкой депутатов Государственной Думы, и представителей профильных ведомств окажут всевозможное содействие в снятии подобных ограничений. Решение о создании рабочей группы по вопросу упрощения условий пересечения абхазо-российской государственной границы было принято по итогам заседания Комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции и связям с соотечественниками, которое прошло в Москве 25 мая. Сария Кварацхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Гуманитарная миссия МЧС Абхазии в Луганской Народной Республике продолжится и на этой неделе. Наши спасатели находятся в ЛНР с 14 июня. Смотрите репортаж пресс-службы МЧС. 10 тонн гуманитарного груза доставлено в МЧС Абхазии в Луганск, складированы и распределяются среди жителей республики по социальным объектам. Груз был доставлен в ЛНР в начале минувшей недели. Тогда же в республику прибыла и группа абхазских спасателей. Сотрудники спасательного ведомства нашей страны вместе с коллегами из МЧС ЛНР заняты на восстановительных работах на объектах, поврежденных в результате обстрелов со стороны украинской армии, а также на разминировании некоторых территорий. На минувшей неделе наши спасатели работали в городах Стаханов и Рубежное, в начале этой недели в поселке Красный Луч. Текущие вопросы межведомственного сотрудничества, а также ход гуманитарной миссии МЧС Абхазии в ЛНР обсуждались на встрече глав спасательных ведомств двух стран – Льва Квициня и Евгения Коцовалова. Министр по чрезвычайным ситуациям ЛНР дал высокую оценку гуманитарной миссии МЧС Абхазии. Вы привезли саперов, вы привезли сотрудников МЧС Абхазии, которые приняли активное участие в разборке завалов. Вашему правительству, вашему президенту, естественно, очень большие слова благодарности от всей души и, конечно, спасателям Абхазии за то, что вы делаете для поддержания нашей стабильности, для восстановления нашего жизнедеятельности. Что мы готовы в дальнейшем сотрудничать, помогать, оказывать содействие. Как вы подчеркнули, мы не первый раз сюда приезжаем. Руководство ставит перед нами задачу быть рядом, помогать. И население Абхазии очень переживает за то, что здесь происходит. Конечно же, они все это отслеживают, знают. И поэтому мы вместе, и мы победим. Так точно. Относительно обеспечения безопасности, то, по словам руководства МЧС нашей республики, данный вопрос является приоритетным при выборе того или иного объекта, на котором будут работать абхазские спасатели. Кабинет министров инициировал отмену закона об упрощенном порядке государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по сдаче в найм жилых помещений. Такое решение в интервью нашей программе прокомментировала референт управления правового обеспечения аппарата Кабинета министров Астана Кецба. В 2008 году был принят закон об упрощенном порядке государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по сдаче в наем жилых помещений.
Надо сказать, что на сегодняшний день данный закон практически не применяется, и фактически, несмотря на то, что в его названии заявлен упрощенный порядок государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, фактически такой порядок не нашел отражения в тексте самого закона. Кроме того, на сегодняшний день отношения по сдаче в наем жилых помещений урегулированы частью 2 Гражданского кодекса, а именно нормами, посвященными договору аренды. Порядок государственной регистрации индивидуальных предпринимателей также урегулирован законом о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Здесь надо подчеркнуть отдельно, что граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность по сдаче в наем жилых помещений, обязаны регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. И система налогообложения будет зависеть от осуществляемой ими деятельности. Таким образом, имеет место некоторое наслоение законодательных актов, что и послужило причиной для инициирования аппаратом Кабинета министров законопроекта о признании утратившим силу закона об упрощенном порядке государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по сдаче в наем жилых помещений. Основная задача состоит в отмене устаревшего законодательства, которое вступает в противоречие с действующим, и поэтому нельзя сказать, что граждане будут каким-либо образом ограничены в своих правах. На данном этапе законопроект за подписью премьер-министра направлен на рассмотрение президента. После продолжительной болезни на 47-м году жизни скончался главврач Республиканской детской больницы Игорь Джопуа, сообщает Минздрав Абхазии. Игорь Джопуа окончил Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию. С 1999 года работал детским врачом-хирургом Республиканской детской больницы, а в 2015 году возглавил лечебное учреждение. Джопуа курировал строительство нового здания больницы. Сухумский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении главного специалиста-бухгалтера Управления образования администрации города Сухум Чания Джалиты Рудольфовны, 1973 года рождения. Она признана виновной и осуждена к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. Джалита Чания в период с 1 января 2017 года по 1 октября 2019 года посредством составления недостоверной бухгалтерской отчетности путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения завладела денежными средствами на общую сумму 1 миллион 528 тысяч рублей, причинив столичной администрации материальный ущерб в особо крупном размере. Чания вину признала полностью, частично погасила причиненный ущерб. В настоящее время приговор в законную силу не вступил. Стороны вправе обжаловать приговор в Верховный суд в течение 15 рабочих дней. В Министерстве просвещения состоялось онлайн-совещание с образовательным центром «Сириус» и министрами ряда республик, целью которого является координация совместных усилий для развития образования. В мероприятии приняли участие представители Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, Южной Осетии, ЛНР и ДНР. Подробности в репортаже Рады Чачава. Совещание было посвящено взаимодействию стран и регионов в развитии образования. «Сириус» в лице председателя Совета федеральной территории и модератора встречи Елены Шмелевой занял центральное место в обсуждении спикеров. 52 тысячи школьников отучилось на наших программах, но если мы говорим про Всероссийскую олимпиаду школьников и «Сириус-курсы», то это уже миллионы школьников. И это подавляющее число школ в тех субъектах, про которые Сергей Сергеевич сказал. Поэтому у нас много сделано, но я уверена, что мы вместе сможем сделать еще больше. И в этом плане мы хотели бы пригласить делегацию каждой из стран, участниц сегодняшнего совещания, к нам в «Сириус». Если вот подытожить те инструменты, которые мы могли бы развивать и использовать вместе, то это в первую очередь, конечно, профильные программы центра «Сириус», где по направлению и наука, и спорт, и искусство по программам, которые утверждены нашим попечительским советом, а попечительский совет фонда возглавляет лично президент Российской Федерации. Отбор на эти программы, повышение квалификации педагогов в рамках проведения таких программ – это наша с вами совместная возможность. Министерство просвещения Абхазии ведет большую работу с центром «Сириус». В прошлом году в центр поступили первые абхазские абитуриенты. В этом году также есть желающие обучаться в «Сириусе». Хочу выразить благодарность пользуясь
пользуюсь случаем, Елена Владимировна, вам за то, что наши студенты уже обучаются в колледже, Сириуса в IT-колледже. Первые 6 человек поступили в прошлом году. Я совсем недавно ездил к ним, общался, получил только положительные отзывы. Вот, и надеюсь на то, что мы сможем поднимать планку уровня, да, образования в сфере IT-технологий у нас в школах. Этим мы уже занимаемся, чтобы освоить, да, на достойном уровне ту программу, которую вы даете детям уже на территории Сириуса. Особенное внимание Инал Габле уделил внедрению IT-технологий и инновационных решений в образовательную систему нашей страны. Перспектива использования данных технологий должна быть использована и дальше. И не теряя время, мы решили использовать этот формат онлайн для развития нашего родного языка абхазского. И мы проводим уже 3 раза провели республиканский онлайн-диктант. А также во время пандемии мы, не теряя время, провели уже 3 раза международную научно-практическую онлайн-конференцию АПИЧ. Также, конечно же, открытие IT-классов, STEM-лабораторий. Вот пример как раз Атом-класс. Наверное, вы слышали о таком проекте. Росатом нас активно поддержал в этом вопросе. И вот в этом году мы открыли уже 5-й Атом-класс на территории Республики Абхазия. Это беспрецедентный случай для истории Росатома. Во всем, что касается развития информационных технологий и работе с центром «Сириус», у Министерства образования не только большие планы, но и не менее впечатляющие результаты уже проделанной работы. Планируется открытие медицинского класса, чтобы уже со школьной скамьи готовить детей, которые хотят связать свою жизнь с медициной. Дальнейшее сотрудничество в рамках образовательного проекта Международной школы «Учитель года». И, что немаловажно, во всех мероприятиях, проводимых центром «Сириус», могут участвовать абхазские школьники, как в учебной, так и в культурной стезе. Ведь «Сириус» — это не просто образовательный центр, это уникальное пространство, в центре которого человек и раскрытие его талантов, которыми воистину богата наша земля. Очное совещание со всеми представителями министерств запланировано на декабрь и будет проведено на базе центра «Сириус». Рада Чачава, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. 75 лет исполнилось народному артисту Абхазии, кавалеру ордена Ахцапша 3-й степени Эдуарду Миканба. Юбиляра торжественно поздравили в Министерстве культуры. Министр Даурковы пожелал ему здоровья, неиссякаемой энергии и долгих лет жизни. Увлеченность искусством привела Эдуарда Миканба сначала в школьный хореографический кружок, а затем в районный ансамбль. В 1966 году артист, выдержав конкурс, стал солистом балета Государственного заслуженного ансамбля «Народные песни и танцы Абхазии». Эдуард Миканба был гордостью ансамбля. Он всегда выделялся талантливым исполнительским мастерством. Пресса многих стран мира, куда коллектив выезжал на гастроли, обязательно выделяла танцора. А его сольный выход в абхазском молодежном переплясе приводил зрителей в восторг. Проявлялось дарование танцора и в демонстрации забавных и юмористических танцев, среди которых незабываемое «Свидание». Спикер Народного собрания Лаша Ашуба поздравил народного артиста Абхазии, кавалера ордена Ахцапша 3-й степени Эдуарда Миканба с юбилеем. Абхазия знает вас как известного артиста, который своим незаурядным мастерством много лет пропагандировал традиции культуры абхазского народа. Свое дарование вы сполна разделили с коллективом Государственного заслуженного ансамбля «Народные песни и танцы» Республики Абхазия и стали его гордостью, говорится в поздравлении. Музыкальное училище после долгого перерыва возобновляет образовательную программу «Музыкальный абонемент для детей и юношества». 22 июня в Абхазской государственной филармонии состоится сольный концерт Адама Габелья. Класс педагога народной артистки Абхазии Нинель Бжаня. В концерте принимает участие Государственный камерный оркестр под руководством народного артиста Абхазии Давида Терзяна, Государственный симфонический оркестр Адыгеи и лауреат международных конкурсов Мария Эмилия Терзян-Хагба. Ведущая музыковед, заслуженный работник культуры Асида Царгуш. Начало концерта в 19:00. В связи с изменением тарифов на электроэнергию с июля 2022 года РУП «Черноморэнерго» напоминает всем абонентам о необходимости погашения долгов. Для этого необходимо до 5 июля обратиться в районные отделения энергосбыта. А в завершении выпуска о погоде.
По сообщению гидромедцентра, во вторник, 21 июня, на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Днем без осадков, к вечеру возможен дождь, гроза. Температура воздуха ночью 17-22, днем 25-30 градусов тепла. Температура морской воды плюс 23 градуса. На этом информационный выпуск Амши Ушара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.